Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Life, ну или школа Таро Альвиен на Яндекс.Дзен. Вообще, если вы хотите поддержать канал, лучше смотреть, если вы из России, Яндекс.Дзен, конечно. Итак, сегодня тема расклада, когда он вас разблокирует. То есть мы часто сталкиваемся с такими ситуациями, когда человек блокирует. Причем блокирует везде, в телефоне, в социальных сетях, там в WhatsApp, везде, да, и ты не понимаешь, вроде как, иногда знаешь, да, поссорились, иногда не понимаешь вообще почему, бывает это с ровного места происходит, вот. Ну и, соответственно, мы с вами посмотрим расклады, 4 позиции у нас будет с камушками на Таро Ключ Времени. Вот когда разблокируют, вот именно когда, то есть Таро Ключ Времени, он показывает сроки. Иногда это могут быть большие сроки, иногда краткие. Мы с вами будем разбираться. Вот. У нас с вами будет несколько в раскладе вопросов, да, позиций, так скажем. Забыла наших показать, свечи наших баранов. Вот. В раскладе, как всегда, да, идет несколько вопросов. То есть мы затронем вопрос, когда человек разблокирует, хочет ли он разблокировать на сегодняшний день, что он к вам чувствует. И, может быть, спросим, а почему заблокировал, да, вот тоже ведь вариант хороший. Почему бы нам не спросить, а почему он заблокировал? Может быть, вы больше поймете, да, из этого расклада, на самом деле. Больше будете иметь информации по этому поводу, потому что карты могут ответить не то, что вы думаете, например, вот по поводу того, а почему он заблокировал вообще, в принципе. Вот, и еще давайте вопрос, наверное, посмотрим, а стоит ли вам инициативу проявить, ну, то есть с другого номера начать писать, с другого аккаунта, да, чтобы он разблокировал, просить его. Вот стоит ли оно того или нет? Вот так сделаем, хорошо? То есть 5 вопросов будет в раскладе, да? Когда разблокирует, хочет ли сейчас разблокировать, что чувствует, почему заблокировал. И что будет, если вы проявите некую инициативу, там с другого, с левого аккаунта начнете, ну, писать. Или звонить с другого телефона. Вот. Первая карта у нас будет состояние отношений на сегодняшний день, чтобы, ну, как-то, да, вот посмотреть, есть близость-то вообще внутренняя такая друг с другом, насколько это угнетенное вообще, в принципе, отношения. Будем смотреть, да. Вот выкладываю 4 позиции. Вот как вообще высшие силы, может быть, видят эти отношения? Вот такие 4 позиции. Так, первый камушек у нас вот такой авантюрин интересный. Ну, такой вариант авантюрина, да. Вторая позиция сердолик. Третья позиция голубой гавлит. Кто-то говорит крашеный. И 4-я позиция прозрачный горный хрусталь. Вот такой. Итак. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с 1-й позиции. Остальные я пока в сторону уберу. Хорошо. Надеюсь, что вы не против этого, чтобы я убрала в сторону. Вот. Итак, наш вот такой вот авантюрин. И первая карта — состояние отношений на сегодняшний день. Да? Ну, вышла карта у нас глупец. Вот. Ну, может быть, и правда отражает состояние человека, которого вы здесь загадали. Да? Но на самом деле карта немножко несет другой смысл. То есть это не потому, что этот человек дурачок, и у вас сейчас такие не очень отношения. Вот. А на самом деле карта показывает, что один человек другим людям делал много добра. Но они издевались над ним в ответ. Вот понимаете, вот состояние ваших отношений на сегодняшний день. Может быть, человек делал вам много добра, а вы над ним издевались. А может быть, было наоборот. Но чаще всего гадает как раз тот, кто делал добро, а второй человек издевался изначально, да, над этим добром, ну, вообще делал так, что вытирал об это добро, можно сказать, ноги, да. И получается, что высшие силы даже видят этот момент.
ну, неразумность какая-то, безответственность, может быть, ненадежность этих отношений, отсутствие поддержки, недоверие. Может быть, некоторая даже наигранность, когда человеку что-то надо. Поэтому здесь какие-то отношения не совсем равноправные, я бы сказала. Вот на сегодняшний день именно карты высшей силы видят, что у вас неравноправные отношения. И что, скорее всего, вы слишком в них вкладывались. Вот так-то. Хорошо, давайте выкладывать наши следующие карты с вами. Следующие карты у нас, помните, да, что есть 5 вопросов. Я сразу буду 5 карт выкладывать, чтобы потом не тасовать уже. 6 чаш, 2 посохов, 2 дисков, королева чаш и 3 мечей. Анализируем. Начнем с нашей 6 чаш. Мы спросили сроки. Когда он вас разблокирует? Когда? И карта ответила, что первое, либо в течение 6 дней, да, 6 чаш, 6 дней. Она так и означает именно этот срок. Либо с 7 по 12 июля. Это второй срок этой карты, да. Мы здесь видим 077 на карте в углу. Вот. 077, 7 июля. Да? Поэтому ну, невозможно здесь определить именно ровно 7 июля, но можно определить 6 дней, начиная с 7 июля, да? С 7 по 12 июля. То есть вот либо так, либо в течение 6 дней. Это срок разблокировки. Дальше, значит, наша 2 посохов, 2 жезлов. Хочет ли он сейчас вас разблокировать? То есть, а желание-то внутри есть у человека на сегодняшний день, когда вы гадаете. И здесь карта показывает, что человеку сейчас нужен свежий воздух. Ему нужны тишина и спокойствие. То есть на карте изображен именно одинокий человек, и взгляд у этого человека устремлен в океан. Поэтому я вам так скажу, что этот человек сохраняет безразличие и нейтралитет на сегодняшний день. И может быть это какое-то творческое отстранение, но на самом деле он не удовлетворен эмоционально, и он очень уязвим. Он знает, что нужно решать эту проблему, но не готов решать ее именно сейчас. Следующая карта. А что он чувствует? Этот человек по отношению к вам. Вышла 2 пентаклей, 2 дисков, да? Сочетание воды и земли здесь у нас идет, 2 стихий. И карта, по сути, означает, что человек понимает, вы друг друга дополняете или дополняли. Были разными, но все-таки, когда вместе, это продуктивно, да? Человек, в принципе, чувствует к вам некую тягу на сегодняшний день. Он заинтересован в вас, он создает интригу для вас. И единственное, что тут еще есть, это некоторая его беспечность и беззаботность. Мы это все-таки видим по глупцу, да, что все это время человек еще не ценил, и вряд ли вы его заставите это делать. Поэтому он, ну, как сказать, был злым, допустим, да, был жестким, а вы неким святым, и потихоньку он начал смиряться, да, смиряться и смягчаться. Но это не значит, что он о чем-то, допустим, жалеет, или у него проснулась совесть. И вам это нужно обязательно запомнить, что этот человек не имеет некой совести внутри. Судя по этим картам, однозначно, он не имеет совести. Вам кажется, что вы должны пробудить в нем совесть, но это не так. Он имеет к вам тягу, он знает, что вы хорошо друг друга дополняли, он знает, что вы разные, но все-таки друг с другом вам продуктивно, да, но это не значит, что он именно совесть его мучает там,
или что он сожалеет, или он плачет о том, что он вот вас заблокировал. Такого нет, у него не проснулось вот это, и оно вряд ли уже в его жизни проснется. И помните просто о том, что вы загадали такого человека, у которого внутри цинизм перерос абсолютно все. Абсолютно все. Почему он вас заблокировал? А какая была причина? И вышла королева чаш. Причиной выступает женщина. Вас заблокировали из-за другой женщины, скорее всего. Во-первых. Во-вторых, идет, может быть, магическое воздействие. Почему? Потому что королева чаш обладает невероятным талантом к магии. Может быть, конечно, здесь имело место, что на человека что-то делали. Часто она это показывает. Но, опять же, она может показывать и, ну вот, как говорят, месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. То есть, типа, очень классную женщину, красивую, там, невероятную, на которую мужчины липнут как мухи. И которая очень привлекает мужчин, и вдруг она как-то вот обратила внимание на вашего. Может быть такое. Но я им честно скажу, что именно выступил другой человек здесь как причина. Есть еще вариант. Человек посчитал, что вы на него магически воздействуете. И не то, что испугался, а не хотел бы манипуляций. Может быть, у него и появлялись какие-то больше сентиментальные чувства по королеве чаш. И он понял, что это ему не присуще, и он начал тогда блокировать. Такое тоже вполне реально. И последняя карта, тройка мечей, она, по сути, показывает, а что будет, если вдруг вы начнете с другого аккаунта, с другого телефона проявлять инициативу к этому человеку, настаивать, чтобы он вас разблокировал, звонить, писать. И, конечно, это разочарование. Человек будет в состоянии мучительного выбора, но он поймет, что его критикуют, он поймет, что он боится вас разблокировать. У него появятся даже какие-то, знаете, проверки ваши на прочность в голове, чтобы вас проверять еще больше. И вы получите неоправданные надежды. Может быть, он получит неоправданные надежды. Может, он надеялся, что вы не будете писать, звонить с другого аккаунта. Поэтому я вам так скажу, что, может быть, оно не стоит того, вы получите только негатив от этого. Ну, вот такая позиция номер 1. А мы идем дальше. К позиции номер 2. Да? Позиция номер 2. Когда человек вас разблокирует, наша тема расклада. А вторая позиция — сердолик. И первая карта — состояние отношений на сегодняшний день, 10 посохов. Ну, сразу скажу, что эти отношения на сегодняшний день высшие силы видят несколько грузными, тяжелыми. И, может быть, внутренне каждый из вас не может отпустить второго, но в то же время очень тяготится этой связью. Причем карта показывает, что когда люди молодые, они питают очень много иллюзий, у них постоянные мечты, что, мол, у них вся жизнь впереди, да, а люди, которые уже прожили долгое время, там, да, какой-то период жизни длительный, они понимают, что лишены надежд. Вот карта, она показывает, что идет перенапряжение в этих отношениях, слишком сильное утомление, чрезмерное обязательство нагружает эти отношения, и идет недопонимание. На сегодняшний день высшие силы именно так видят, что идет недопонимание. Поэтому, ну, скорее всего, осень, да, осень отношений. Вот так даже, как закат, что ли, их идет. И это страшно, потому что раз вы спрашиваете, да, когда он меня разблокирует, значит, вы-то этого бы не хотели, чтобы был закат отношений. Но в этой жизни, в этом мире существует цикличность всего. То есть, когда бывает весна, потом бывает лето, потом осень, а потом зима. Зимой все умирает, да. Вы осенью в этих отношениях. Вам нужно будет еще пережить осень и зиму, получается, и только потом будет возрождение. Пройдете ли в этот цикл? Вот в чем вопрос. Может быть, и пройдете. Давайте будем и дальше анализировать.
Мы с вами размешаем карты и достанем карты на наши вот эти вот 5 вопросов, да, которые мы озвучивали в начале. Восьмерка мечей, четверка пентаклей, всадник мечей, император и всадник дисков. Давайте немножко так подвинем, чтобы было ровно. И первый наш вопрос: когда он вас разблокирует? Когда именно сроки? Восьмерка мечей показывает первое: 8 дней. То есть это может быть краткий срок, да, 8 дней. Хорошо. Если он в течение 8 дней вас не разблокирует, то тогда карта, к сожалению, показывает срок с 19 по 26 января. Все зависит от того, когда вы смотрите это видео. Когда я снимаю в тот же день, да, то это очень далеко. Потому что сейчас у нас 10 мая. Но, может быть, вы в другой момент открыли, и, может быть, это близко для вас. Но 19-26 января, это, конечно, это зима, да, уже зима. На карте написаны цифры, да, 19 и 1. То есть 19 января и 8 дней отсчитываем с этого момента. Вот. Я так могу что сказать, что, может быть, это связано с числа, да, 19, может, 19, например, число, или там 1 число, тоже вариант. Вот, допустим, ближайшее к вам число, да, 19 мая мы не пропускаем, и 1 июня мы тоже не пропускаем, да. То есть это вам тоже нужно обратить внимание в любом случае. Но сейчас ваша надежда — это 8 дней. Вы сами это ведь понимаете, да? Что 8 дней ваша надежда первая. Вот. И, между прочим, 19 мая, сегодня 10, оно примерно тоже через 8 дней. Поэтому обратите внимание на вот это все. И следующий наш вопрос. А хочет ли этот человек сейчас вас разблокировать? Вот сейчас у него есть такое вообще внутреннее желание или нет? Выпадает четверка пентаклей. Четверка дисков. Она показывает, что этот человек очень зависим от общественного мнения, то, как ему диктуют. Также он очень зациклен на стабильной жизни, на том, чтобы накапливать деньги. Он зациклен на политике, на власти, на просмотре каких-нибудь, может быть, передач, да, и новостей, да, чтение новостей в интернете. То есть его это сейчас очень все заботит. И такой человек, он может концентрироваться на работе, на своей одной зарплате. Или, может быть, он тяготится отношениями в связи с тем, что у него не хватает денег, жадничает. И понимает, что я и так живу на одну зарплату, а куда мне еще ты, да? Или там, может даже иногда жадничать на детей. Поэтому ищет выгоды вот для себя из-за своего ограниченного бюджета, и поэтому не разблокирует, не хочет разблокировать. Карта ограниченная, она показывает, что человек всячески отвлекается от того, чтобы хотеть вас разблокировать. Вот такой ответ. Дальше, значит, у нас, а что человек чувствует к вам? Вышел всадник мечей, который показывает, что человек сейчас агрессивен, он настроен воинственно. И более того, он как будто знает, что сам себе наделал гадостей. Ну как, вот эти отношения, по сути, сначала ему были дороги, да, а потом он всячески в этих отношениях перед вами, как сказать, опорочился. Сейчас слово подберу. В общем, ударил в грязь лицом, да. И получается так, что этот человек знает, насколько он опозорился перед вами. Когда он позорился, он все сердился. У него появлялась агрессия как на себя, так и на вас. И у него в чувствах сейчас только вот это униженное состояние, агрессия, гнев и желание убежать. А все из-за того, что он даже не надеялся, что вы будете к нему так добры после всего того, что он сделал. А когда увидел доброту
понял, насколько он гад. Ну вот, если так по-честному, по этой карте. И злость превозмогает здесь все на свое собственное бессилие и на то, что чувствует себя плохим. Никто не хочет в этом мире, помните об этом. Вот всегда вот прям возьмите себе это правило, да. Никто в этом мире не хочет чувствовать себя плохим. Никто. Даже сам плохой человек. Он не хочет чувствовать себя плохим, он всегда себя старается оправдывать. Даже маньяки стараются себя оправдывать. Все стараются себя оправдывать. Самые жестокие убийцы, воры, депутаты тоже стараются себя оправдывать. И все президенты, и все. В общем, те, кто принес людям самое большое зло, они, начни их спрашивать, почему ты это сделал, он начнет пытаться отмазываться. Никто не хочет чувствовать себя плохим, а человек рядом с вами почувствовал себя плохим, вы для него источник, ну как, зла, что ли, хотя он виноват. И в этом проблема, то есть если вы хотите этих отношений, судя по его чувствам, вы должны, получается, его оправдать. Оправдать, несмотря на то, что он виноват, а твердить ему о том, что он все время несет только зло и агрессию и виноват, вызовет в нем еще большую агрессию, к сожалению. Мое мнение, что тут нечего и сохранять, если честно. Отношения на закате, во-первых, а во-вторых, человек гад. Так, если вот по-русски сказать. Это видно по картам. И куда его еще? Зачем он так нужен-то? Соревноваться с ним, когда он вас разблокирует, что ли? И выкинуть только такого, и все. Только выкинуть. Вот я спросила карта, а почему он вас заблокировал? И вышел император. Вот видите как? Что только я, мой эгоизм, да, какой-то? Я. У него я на первом месте. И он чего-то хотел вам доказать просто. Вот как проявить свое лидерство. Что я докажу тебе, что это я тут распоряжаюсь этой ситуацией. Понимаете? Здесь человек на принцип, на императорский принцип пошел, хотя императора в нем даже частички нет. И получается так, что ничего в нем хорошего. Он опять же, просто принципиально себя повел, и все. Слишком вредный этот человек, слишком ядовитый, что ли. И по сути, ему казалось, что его отношения расшатывают, и он хотел порядка, дисциплины, стабильности. Мы это видим и вот в четверке пентаклей, да? Что он хочет все время привести себя в некое равновесие, а равновесия-то у него даже и в помине нет по всаднику мечей. Какое уж там равновесие. И последняя карта. А что будет, если вы с другого аккаунта еще и начнете ему писать или с другого телефона звонить, проявлять инициативу, через кого-то как-то договариваться, чтобы он разблокировал? Что будет? И вот эта карта, да, она показывает, что все-таки идет, с одной стороны, востребованность ваша в жизни этого человека. То есть он поймет, что вы несколько имеете значение, да. А с другой стороны, он знаете как, он черствоватый будет такой, суховатый. Поймет, поймет вашу целесообразность, что вы вроде как нужны в его мире, да. Но будет очень сухой какой-то, сухой именно. То есть, да, это может иметь эффект здесь, медленный, но верный эффект к тому, чтобы он разблокировал. Но он и так, судя по этой карте, по восьмерке мечей должен, да, там в какие сроки я назвала. Но, видите, всадник дисков, он сам по себе это медленный. И вы сильно-то не ускорите своей инициативой, да. И тем более, что он еще и проявит некую черствость, именно черствость. Хоть и уважение, но черствость. Он оценит ваше усердие по отношению к нему. Вот такая позиция у нас номер 2. Вот видите, опять я король, тут император, а ты там, неизвестно с какого низа вообще там взялась. Не знаю. Я не видела здесь ничего хорошего в этой ситуации вообще. Не знаю. Вам, конечно, решать, быть ли в этих отношениях, но я бы не стала уже их спасать. Третья позиция. Наш голубой гавлит. Мы посмотрим с вами, когда он вас разблокирует, когда
И 5 вопросов, какие мы будем затрагивать, я диктовала в начале видео, кто смотрел. Ну, если вы не смотрели, вы все равно по раскладу это все услышите постепенно. И первый вопрос у нас, первая карта, о состоянии ваших отношений на сегодняшний день, как их видят высшие силы вообще в принципе, да. Паж посохов. Ну, ребеночек у нас. Может, у вас общий ребенок, общий дом, как бы был там, допустим, если не сейчас, то был, может быть, да. Ну и также изображение ребенка. Ясно, что идет, может быть, обновление отношений на сегодняшний день, воодушевление в этих отношениях, некий, может быть, шанс, знак судьбы, да, для вас. Идет стеснительность, с одной стороны, с другой стороны, верность и бескорыстие. И я считаю, что неплохая ситуация. Вообще паж посохов, паж жезлов показывает, что есть ну, какая-то радость, да, взаимность, что ли, в этих отношениях. И нужно уметь говорить, то есть высказывать слова поддержки друг другу. А вы сейчас заблокированы, да. Но все-таки карта ведет к диалогу. То есть она уже дает вам определенные надежды. Сразу же по первой, да, карте идет надежда в этих отношениях на обновление, улучшение, шансы и разговор. Мы это видим. Ребенок, он наивный, он болтливый, он веселый, да, он нежный. И ну, он открыт к диалогу и открыт к тому, чтобы вести отношения, взаимодействовать. Я считаю, это очень хороший знак. Поэтому, да, здесь как бы что-то как зарождается, обновляется. Ну, может, вы вообще беременны, там, или у вас общий ребенок, как я говорила, и вам все равно придется, типа, разговаривать, и вас, этому человеку, придется разблокировать. Тоже вариант. Ну, давайте посмотрим остальные карты этого расклада. Я еще буду выкладывать 5 карт. 5 карт. Король пентаклей. Девятка кубков. Повешенный. Уже карта повешенный много раз почему-то с этой колоды выпадает. Семерка чаш. Двойка мечей. Двойка мечей. Ну, что вам тут хочу сказать, да? Мы с вами начнем все-таки с нашего первого вопроса. А когда он вас разблокирует? Король, он показывает число 11. То есть первое, что тут идет, это 11 дней. Да? 11 дней. Я не знаю, в какой срок, когда вы смотрите это видео. Я его записываю 10 мая, но вы можете смотреть хоть через 3 года, и хоть в какое время года, там, может, зимой смотрите, летом, неважно, осенью. Но сама по себе карта показывает 20 мая. Мы видим здесь 19 мая на карте, да, то есть 19 и 5, 19 мая. То есть это может быть 19 мая, может быть праздник 20 мая, потому что есть такой праздник Купальница. И сроки, мы отсчитываем сроки, да, 19-27 мая. А сейчас май как раз, да, и ну, карта показывает небольшие сроки в любом случае, понимаете? Если вы смотрите сейчас, когда я пишу видео. Если вы смотрите не тогда, когда я пишу, то отсчитывайте сначала 11 дней, это ваша надежда на то, что человек вас разблокирует в течение 11 дней. Но если этого не произойдет, опять же, опирайтесь на числа 19 и 5. Может, это будет 19 числа того месяца, когда вы смотрите. Может быть, это будет 5 числа того месяца или следующего за ним. Да? И опять же, сам по себе срок с 19 по 27 мая тоже может быть. Ну, даже если вы смотрите, и вам это через полгода, да, или там через 8 месяцев. Такое тоже бывает, потому что люди иногда очень долго не могут разблокировать друг друга. Готовьтесь как бы и к таким вещам. Но сначала надейтесь все-таки на лучшее. Я считаю, что надеяться на лучшее всегда лучше,
чем на худшие, да. И дальше мы с вами смотрим, хочет ли человек на сегодняшний день вас разблокировать. Вот как раз-таки анализ ситуации. Хочет ли он разблокировать? Именно сегодня, когда вы смотрите это видео, 9 чаш. С одной стороны, она показывает пару дельфин и русалка. Ну, то есть идеальная типа пара, сердечная страсть, сексуальное желание. То есть вроде как да. То есть идет именно ситуация, когда у человека есть страсть к вам. Но эта карта показывает и проверку на прочность. То есть может человек вас проверять этой блокировкой. Поэтому так хочу сказать, что он хочет разблокировать. Хочет в любом случае, но и проверяет. Человек проявляет некую беззаботность в жизни. Ведь в начале истории этой карты множество принцев. Я сегодня заговариваюсь. Множество принцев сватались к королевской дочери, да. И когда они ехали, плыли по морю, то их встречали принцессы, они оборачивались русалками. И вот получается так, что была какая-то шутка в этом, понимаете? Вот какая-то проверка и шутка. И, может быть, человек шутит над вами, что он заблокировал. Может, это вот, знаете, как у человека есть такое в душе, вот как ребенок, да, вот у вас сейчас в отношениях же вышел пас жезлов, и человек в таком состоянии, как детство в попе играет у него. И это может быть его шутка, юмор такой, что он заблокировал. То есть мы не забываем и про это. То есть это не просто типа вот страсть, и там он такой весь. Это может быть просто он пошутил. И не упускайте из виду этот знак на карте, что он просто пошутил. Поэтому раз он пошутил, он хочет разблокировать. И, скорее всего, вот этот срок в 11 дней, да, как раз и есть, что он разблокирует, либо с 19 по 27 мая, понимаете? С другой стороны, смотрим теперь на его чувства, это повешенный. Повешенный показывает здесь, что человек очень сожалеет о каких-то своих пьяных поступках. Напрямую так. И я эту легенду много раз рассказывала. Принц на карте именно напился. Напился и забыл вообще, кто он, что он. А потом сожалел об этом, но его вернули домой. Поэтому человек может сожалеть о каких-то своих пьяных поступках или просто своих глупых поступках и хотеть вернуться в отношения. Поэтому, скорее всего, у него есть к вам чувства. Он, скорее всего, вас любит или просто испытывает сильное притяжение, страсть, опять же, да, но знает, что он набедокурил в каком-то смысле. То есть сожалеет именно о своих глупых пьяных поступках. Вот. И следующая карта показывает, а почему он вас заблокировал. И все тут закономерно, потому что выпадает наша 7 чаш. Ну, закономерно же, что раз он совершал глупые поступки, здесь мы видим карту полнейших иллюзий, правильно? Идут домыслы по этой карте, идет несдержанность, какая-то излишняя, может быть, впечатлительность, потеря связи с реальностью. Это, опять же, человек мог напиться или быть в каком-то измененном состоянии, даже под магическим воздействием. И, может быть, от чего-то закружилась голова. Ну, например, от кого-то другого, кто его впечатлил чем-то. Или какие-то сплетни могли быть, тоже вариант. Поэтому здесь у каждого своя, конечно, индивидуальная ситуация, но человек это сделал не от ума. То есть причина, по которой человек вас заблокировал, была то, что он был не в уме вообще. А знает ли он, что он вас заблокировал? Не мог ли кто-то залезть к нему в телефон, в социальные сети и заблокировать вас вместо него? Тоже вариант по этой карте. Тоже вариант. И поэтому здесь выпадает шутка. Шутка, да? Задумайтесь над этим. Дальше. Мы видим здесь, а стоит ли вам проявить инициативу, набрать его с другого номера или написать из другого аккаунта, и выпадает 2 мечей, которая, по сути, является картой информационного потока, информации. Но вот в этой карте есть сомнение, да, нерешительность. С одной стороны, вы не решаетесь это сделать, да, а с другой стороны, известие.
общение на расстоянии, проявление внимания. Вот. По сути, прорицание по этой карте, что если отчаявшийся человек совершит некую глупость, он ничего не потеряет. По сути, эта глупость его единственный шанс. Поэтому я вам так скажу, что здесь, скорее всего, это нужно сделать. Нужно сделать, чтобы выяснить эту ситуацию. Потому что ситуация явно либо подстроена, либо просто это глупая шутка. Глупая ситуация. И здесь нужно поговорить. На индивидуальных раскладах редко такое говорю. Но когда мой муж смотрит ситуацию по ясновидению, он это бывает говорит. Ну, очень редко. Вообще, сама по себе такая ситуация редко бывает, да, но она бывает. Бывает. Людей подставляют, и люди иногда с пьяну что-то делают под какими-нибудь кайфами, под магией, да, под черной магией. Поэтому здесь, если вы все-таки смотрите эту позицию, обратите на эти знаки от высших сил внимания, конечно. А мы идем к позиции номер 4. Позиция номер 4. Когда он вас разблокирует? Когда? Вот. Горный хрусталь. И первая карта. Состояние отношений, по мнению высших сил, на сегодняшний день какое? Императрица. Императрица. Ну, вы знаете, по этой карте сразу могу сказать, что либо женщина в отношениях главная и рулит, да, и мужчину это может быть как-то перенапрягло, либо это женатый человек, отношения с женатым мужчиной, вот, и какая-то женщина играет в его жизни очень важную роль, может быть, жена, да, а может быть, мать, может быть, начальница мешает вашим отношениям. Бывает всякое. И, честно скажу, на индивидуальных раскладах разбираем всякое. С другой же стороны, императрица показывает жизненную силу, плодородие и путь к успеху, поэтому я думаю, что несмотря на то, что здесь может играть какая-то женщина роль, но и взаимные чувства высшие силы здесь видят. И опять же, иногда женщина бывает в отношениях слишком властной, передавливает, да, и тогда, может быть, вам стоит проанализировать свое поведение, если вы женщина. И как-то тоже эту ситуацию, ну, под этим углом рассмотреть. То есть давили ли вы над человеком, приказывали ли вы, или старались от него чего-то добиться, меняли его. Тоже вариант. Может быть, проявляли себя как мать к ребенку, а ему это надоело. Тоже вариант. Задумайтесь, душили, не душили, да. И, ну, чаще всего, конечно, эта карта положительная. Она может показывать взаимную любовь. Но, однако, что-то заблокировал же, да? Есть же такой момент, что заблокировал. Давайте анализировать дальше. Перетасуем колоду. Вытащим 5 карт. Я их озвучивала в начале расклада, в начале видео. Позиции. Ну, я их все равно буду озвучивать, не переживайте. Так, вытащим 5 карт. Королева посохов. 4 посохов или 4 жезлов, да. Паш пентаклей. Всадник жезлов, рыцарь жезлов, да. И колесо. Какой интересный расклад. Начнем все-таки с нашей королевы. Она показывает цифру 13, число 13, да. Поэтому человек может вас разблокировать в течение 13 дней. Но, если вдруг он этого не сделает за 13 дней, ну там, например, 2 недели даем, если вдруг он этого не сделает, карта может показывать, как на ней и написано 8 декабря. С другой стороны, мы можем переворачивать, и 12 августа здесь тоже можно брать во внимание. Все зависит от того, в какое время вы смотрите это видео. То есть вы можете смотреть, как я его записала 10 мая, да, или там просто в мае. Можете смотреть через несколько лет, можете смотреть зимой, можете смотреть осенью, там, летом, неважно. Важно то, что вот такие знаки идут, да, с 8 по 20 декабря, 13 дней, да, с 8 декабря начинаем. Также 20 августа отсчитываем от них 13 дней.
Это что у нас примерно где-то до 2 сентября, да? С 12 августа где-то. Вот. И вот эти все сроки, обращайте внимание. Но сроки большеваты, да, большеваты, как ни крути, если вы только не рядом с этими датами. Поэтому пока надейтесь на 13 дней, что в течение 13 дней человек может вас действительно разблокировать, правда же? Так, хорошо, идем дальше. А хочет ли он на сегодняшний день, у него есть желание вообще вас разблокировать? Выпадает 4 жезлов. Карта неплохая, она показывает духа благожелательности и взаимопомощи, некую востребованность, да, то есть вашу в жизни человека, и даже заботу. Поэтому, мол, были у нас конфликты, в этой карте они есть, да, что да, бывают в жизни преграды, конфликты, агрессия. Но я чувствую, что вот все-таки нужно мириться. То есть у человека есть желание внутренне вас разблокировать. Оно у него внутри присутствует. Он его пока не проявляет, это желание, но оно есть. И дальше, вот смотрите, наш Паж Пентаклей, да, это его чувство. Чувства показывают некую незрелость все-таки, несерьезность. Человек может отвлекаться на какую-то работу, на занятость, с одной стороны, а с другой стороны, ну, может, ему кто-то пускает пыль в глаза сейчас, да. Может быть, он кому-то проявляет благородство на фоне того, что к вам проявил несерьезность, детскость, глупость. Вот. И такой человек, он может выпячивать периодически грудь из-за своего какого-то бахвальства, да, но это как детское такое впечатление, отношение детское к жизни. У человека нет зрелости. Он как будто чей-то ребенок, вместо того, чтобы быть взрослым. И карта, она говорит о том, что он еще не готов взглянуть в зеркало. То есть мы здесь видим именно, когда человек держит зеркало, да, мол, посмотрите на себя. И человек еще не готов заглянуть вот на свое истинное лицо. Он не готов себя критиковать. Поэтому вы ему нравитесь, вы ему интересны, но он несерьезно к вам относится. И у него могут быть притяжения, чувства, но не глубокие, такие, как этого вы хотели бы. А есть именно внутри какая-то пока детскость и глупость. Поэтому здесь ему еще предстоит понять, что вы нуждаетесь в заботе. Только предстоит понять в будущем. И вот причина, по которой этот человек вас заблокировал, вышел всадник посохов, рыцарь жезлов, да, он показывает, что это как будто было сначала случайно. Вот как будто бы этот человек очень тепло, в принципе, сначала относился, да, а потом что-то такое вот случилось резкое, и он это сделал мгновенно, ну вот как агрессивно, не подумавши, мгновенно, вот так. Но этим самым он что-то спровоцировал в вас. Вот как будто бы это было нужно для вас по судьбе так, чтобы вы раскрыли в себе какие-то жизненные резервы, таланты, пересмотрели, может быть, ситуацию своей жизни, как личной, так и вообще. И значит, это было Божье провидение, чтобы он вас заблокировал, и чтобы он так сделал. Но у него это был именно импульсивный порыв. Он резко это сделал, неожиданно для себя и для всех. Вот как будто бы просто он что-то среагировал именно на какие-то ваши, может, слова, может быть, какие-то были небольшие, как обидки, да, гнев внезапно вспыхнувший, но тут же погасший. И этот гнев как бы давно погас, но человек еще просто не разблокировал. Хотя хотел бы, вот так. То есть просто импульс и не более того. Что же будет, если вы проявите к этому человеку инициативу с другого аккаунта, может быть, с другого номера телефона, позвоните или напишите, да, идет колесо фортуны. Как будто бы сейчас карты даже не могут угадать, а как это обернется. С одной стороны, с другой стороны, вы как бы хотите избежать разочарований и ошибок, подстелить себе соломки с помощью карт. Но на самом деле это невозможно, потому что нельзя полностью и досконально знать свое будущее. Мы можем только что-то подсказывать.
и не более того. Если бы люди знали будущее досконально, они бы натворили еще больших дел. И идет неожиданная перемена по этой карте, да, как счастливый случай или какая-то судьбоносная перемена. Но только вам решать, делать это или нет. Потому что если вы этого не сделаете, это тоже может нести в себе какие-то крутые перевороты и последствия. Может быть, вы тем самым раскроете в себе какой-то, да, там, таланты какие-то или резервы. Поэтому все, что бы вы ни делали, это единственно правильное решение, потому что свою судьбу вы переиграть не можете, свою жизнь вы не можете переиграть. Как бы вы ни поступили, это будет единственный путь. И просто знайте, что будет какой-то неожиданный поворот, да? Что-то поменяется и очень резко, если вы это сделаете. Ну, такая позиция номер 4. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть наш канал и лайв, а также Яндекс.Дзен, Школа Таро Альвиен и Школа Таро Альвиен на YouTube, а также канал Гадания, Заговоры, Ритуалы Карина на YouTube. Всем пока и до новых встреч!